Израиля Артем Долгопят. Второе место осталось за Рейндерлеем Запатой из Испании. Бронзу забрал китаец Руатен Сяо. Отмечу, что Карими на текущей Олимпиаде пробился в 3 финала: в многоборье, в упражнениях вольным стилем и на перекладине. Безусловно, для нашего 22-летнего соотечественника такой дебют является прекрасным результатом. В сегодняшнем зачете Карими обошел уже олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Никиту Нагорного из России. За медали в финале упражнений на перекладине поборется 3 августа. В 9-й день летних Олимпийских игр стартовали соревнования по борьбе. От Казахстана сегодня выступали 2 представителя. Эльмира Сыздыкова приняла участие в женской борьбе в весовой категории до 76 килограммов. А среди мужчин в греко-римском виде свою первую встречу провел Мейрамбек Айнагулов в весе до 60 килограммов. На 9-й день в Токио прошли долгожданные первые поединки по видам борьбы. На ковер от Казахстана вышла представительница прекрасного пола, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Эльмира Сыздыкова. Спортсменка выступает в категории до 76 килограммов. В 1/8 финала казахстанка встретилась с Айпери Медет Кызы из Кыргызстана. Первый период девушка уступила со счетом 0-1, а во втором набрала единственный балл в противостоянии – счет 1-7. Итоговый результат был не в пользу нашей девушки. 8-1 Медет Кызы проходит дальше. Обидчица Сыздыковой продолжила свое победное шествие. Уже в следующем раунде кыргызстанка одолела олимпийскую чемпионку Лондона, россиянку Наталью Воробьеву. В полуфинале ей противостояла обладательница олимпийского золота 2016 года и 5-кратная чемпионка мира Аделайн Грей из США. В этом поединке победу одержала американка со счетом 3-2. Мужчины сегодня также разыгрывали комплект медалей по греко-римской борьбе. В Казахстане Мейрамбек Айнагулов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, встретился с призером чемпионата мира 2018 года Желоманом Шашимбековым из Кыргызстана. Отметим, что сам Айнагулов также является призером чемпионатов мира. В 2017 году он стал вторым, а в 2019 – третьим. Борцы провели не так много времени. Соперник нашего парня провел ряд эффективных приемов, которые в итоге принесли ему досрочную победу. Далее представитель Кыргызстана не смог добраться до финальной схватки. Шашимбеков проиграл в четвертьфинале представителю Молдовы Виктору Чубану со счетом 0-9. Напомню, что на этих Олимпийских играх в греко-римской борьбе Казахстан также представил Динею Жадараев в весовой категории до 77 килограммов и Мечетан Турсуна. Согласно жеребьевке, в 1/8 финала Жадараев встретится с Шокием Габику из Японии. Соревнования в этом весе начнутся завтра, 2 августа. Переходим к традиционным поединкам на боксерском ринге. Внимание всех казахстанских болельщиков было приковано к 2 нашим представителям: Абильхан Аманкул, выступающий в средней весовой категории, и наш знаменосец Калкыбек Табаров в весе свыше 91 килограмма боксировал и в четвертьфинале. Как сегодня себя проявили наши парни, узнаем из следующего обзора. Казахстанский боксер Абильхан Аманкул, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, в четвертьфинале встретился с бразильцем Робертом Соузой. Соперники присматривались друг к другу, спокойно перемещаясь по рингу. По габаритам представитель Бразилии превосходил нашего соотечественника. Абильхан за минуту до конца раунда отлично отправил двойной удар в голову оппонента. Соуза же хорошо выстроил защиту, не давая казахстанцу донести свои атаки в цель. В основном все выстрелы были в блок. Счет первого раунда 3-2 в пользу Соузы. Во втором раунде казахстанский боксер пытался прорваться в ближний бой, но это удавалось достаточно сложно. Бразилец активно уходил. Наш парень старался навязывать свой бокс. После второго раунда появилась надежда. Судьи отдали очки нашему боксеру. Судьбу поединка должен был решить финальный раунд. Бразилец первым начал результативные атаки. Плотная и интенсивная схватка стала отражаться на Абильхане. Борьба шла до победного,
но бразилец оказался сильнее. В концовке боксеры обменялись ударами, и навскидку было сложно определить победителя. Судьи же вынесли в итоге раздельное решение в пользу бразильца. Итоговый счет 4-1, Соуза идет дальше. После поединка Аманкул пожал руку своему оппоненту в знак уважения за прекрасный бой. Казахстанская сборная по боксу теряет на этом турнире еще одного яркого представителя. Наш знаменосец Камшибек Канкабаев, выступающий в тяжелом весе, также сегодня бился в четвертьфинале. Соперником капитана сборной Казахстана по боксу стал представитель России Иван Вильясов. С первых секунд спортсмены обменялись мощными ударами. Канкабаев, в свою очередь, работал изначально на дистанции, выбрасывая джеб, затем подключил серию в корпус и в голову. Бой был очень динамичным, и Камшибек полностью его контролировал. Первый раунд закончился в пользу Канкабаева. Во втором раунде Вильясов пытался что-то противопоставить нашему боксеру, проводил быстрые атаки, но Камшибек грамотно уходил от них. Второе противостояние также осталось за нашим парнем. Третий раунд прошел под диктовку казахстанского капитана. Продавить Канкабаева россиянин был не в силах. В концовке представитель России получил увесистые удары от лидера нашей сборной. Итоговый счет 4-1 в пользу Камшибека Канкабаева. Тем самым наш боксер обеспечил медаль нашей команде на Олимпийских играх. Однако какого она будет отлива, мы узнаем скоро. Встретиться с Ричардом Торресом из США. Пожелаем капитану сборной Казахстана удачи в следующем круге. И в завершение медальный зачет. Китай продолжает сохранять первенство. Атлеты Поднебесные принесли уже 23 золотые медали в копилку своей страны. А вот на второй строчке сегодня, это еще накануне, это место за Японией. Она, словом, теперь опустилась на третью позицию с 17 медалями высшего достоинства. Казахстан сегодня расположился еще на 2 строчки ниже по сравнению со вчерашним днем, где занял 68 место. Таким был 9-й соревновательный день Олимпиады. Впереди нас ждет еще 2 неделя состязаний нашим атлетам. Желаем только удачи и уверенности в себе. Верьте в это, болейте за них до конца, и вы, дорогие казахстанцы. Это был дневник Олимпиады для вас. Тимур Кагабулов. Увидимся. В самом начале уходящей недели президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял в Аккорде губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина. Во время встречи глава государства отметил и развитие стратегических и союзнических отношений двух стран, где эффективная диалоговая площадка выступает в форуме межрегионального сотрудничества. Президент Казахстана поблагодарил Игоря Бабушкина за всестороннюю поддержку астраханских казахов, самой многочисленной казахской диаспоры в России, которая является важным связующим звеном между нашими государствами. В этот же день состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и исполнительного директора компании Эни СПА Клаудио Дискальци. Глава государства проинформировал о сохранении, несмотря на пандемию, в темпах реализации текущих проектов на крупнейших нефтегазовых месторождениях. Клаудио Дискальци поручил принять ряд ключевых инвестиционных решений по увеличению добычи нефти и о продолжении увеличения газоперерабатывающих мощностей. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает огромное значение дальнейшей реализации энергетических инвестиционных проектов и акцентировал внимание на необходимости обеспечения высокой доли казахстанского содержания. А уже в минувший вторник президент Казахстана
совершил ряд рабочих поездок по Акмолинской области. Первой из них стало посещение предприятия «Казрост Инжиниринг ЛТД», которое осуществляет сборку зерноуборочных комбайнов в рамках сотрудничества с российской компанией «Россельмаш». Касым Жомарт Токаев осмотрел цеха по сборке сельскохозяйственной техники и тракторов. Законодательство, поддержка государства сельскохозяйственных производителей, строй, чтобы эти вопросы в его возможности. И, конечно же, Казахстан должен быть развитым, чтобы он делал. То есть мы должны перейти практически полностью на продукцию. Предприятие, обеспечивающее техникой отечественные сельхозорганизации, которое посетил Касым Жомарт Токаев в этот же день, крупнейший в СНГ сервисный центр по обслуживанию полной линейки сельхозтехники марки «Китай». Во время осмотра этого предприятия президент Казахстана посетил Центр капитального ремонта с учебным классом и агрегатной мастерской, обучающий Центр по цифровизации и автоматизации процессов, нулевым технологиям, ирригации и овощеводству, а также склад продукции и выставочные площадки. Я думаю, что действительно хороший результат достигнут Касым Жомарт Токаев подчеркнул, что сельское хозяйство стратегически важная для страны отрасль, которую необходимо развивать и поддерживать с помощью внедрения новейших технологий, улучшения менеджмента и повышения квалификации кадров. В той же Акмолинской области глава государства встретился с недавно избранными акимами аулов. Напомним, прямые выборы руководителей сел, городов районного значения и сельских округов впервые состоялись ровно неделю назад. На встрече с новыми избранниками глава